Бенан Ухадут. Продолжаем наш дискуссионный клуб. И сегодня у нас в качестве спикера выступает небезызвестный для вас Игорь Профсоюз, он же Аян БНД. И высказал он очень интересную идею о том, есть ли вообще на самом деле бурятская оппозиция, что нужно сделать, чтобы она появилась или, по крайней мере, укрепилась, если она существует. Ну ладно, ну худут. Давайте посмотрим мнение Игоря Профсоюза и уже сами будем делать выводы. А я, в свою очередь, на одном из стримов эту тему буду развивать, потому что, ну, конечно, в сложившихся ситуациях мне это тоже очень интересно. Зенхудут, смотрим видео, поехали. Сейчас послушал Баирова. В принципе, солидарен, потому что у меня тоже больше левацких идей, но это не коммунистические, это вот будет вращивание, значит, власти 80% доля будет, допустим, Бурятии, полная монополизация, национализация всех отраслей промышленности, а мелкий бизнес оставит людям. В принципе, вот так вот подойдет тут. Потом далее по поводу спасать. Вот спасать бурят. Вы спросите, они нуждаются сами ли с помощью или нет. Давайте про цифры. Большинство. Всегда нужно опираться на статистику, а не по одному-два человека. Там, вот один бурят приехал, он там поднялся в Америке. Статистику. Из 100 человек сколько? Вот из 100 человек сколько из бурят хотят уехать вообще из России, причем по политическим реальным мотивам, а не потому, что колбаса невкусная или мало ее. То есть основная все буряты едут исключительно вот по таким колбасным мотивам. Политика это всего лишь прикрытие, потому что по-другому нельзя. Нужно это дело возглавить, понимаете? Потому что пускай и как едут, этот процесс неизбежен. Большинство все равно не едет. Но те, кто сюда приезжают, это колбасники, значит, перед общественностью надо выставлять их, что это пламенные борцы, революционеры, понимаете, нет, вот так вот. То есть для общественности всегда так было, это работает. Почему думаете, здесь что ходят все голосовать в Америке, там, за республиканцев, за демократов, там многие здесь американцы рядовые просто не знают различия между вот слоном и ослом. Условно говоря, в принципе, народ, он везде одинаков, плюс-минус. Все. То есть в Монголию бежать, опять-таки, куда? Это просоветское государство, все равно как такого не было бы. Вот американская база, когда там будет к 25 году, тогда еще можно будет о чем-то поговорить, да, вот. Поэтому монголов тоже понять можно, понимаете. Что стоит войскам вторгнуться и денацифицировать Монголию? Вот так вот. Да ничего не стоит. Монгольская армия там проиграет, разбежится за 3-4 дня. Вот так вот. 3-4 дня, не более. Вот. Посчитайте наличие техники, боевой дух, вооружение и так далее. Вот, зависят они. Это все с Монголии требует. Сами они нищие, полунищие государства. Вот так вот. Все монголы, куда только могут, куда только можно, нельзя, разбегаются из страны. Это в первую очередь Южная Корея. Здесь Америка. Она тоже так вот понять может, что они там ничего не требуют, шелтер. Это все дорого, плюс тяжелые климатические условия, это все содержать. Это упирается все в деньги. Вот. А нам, как оппозиционерам, конечно, мы не можем всем помочь вот так вот, потому что доступа нету. Тут нужны оппозиционеры действительно со стажем, с гражданством Америки, вот, хорошим английским. А это только могут сделать выходцы из среднего класса, у кого есть друзья, адвокаты, у кого есть друзья в прокуратуре, у кого есть друзья, знакомые или знакомые мужа, как бы, американца, что у него есть какие-то, допустим, связи, э, даже вот в политике, понимаете. Таких бурят, я вам заявляю, их таких нету. Все эти выходцы, значит, из колбасной среды, либо вот кто-то вот недавно проснулся, буквально вот, ну что уж греха таить, когда вот война началась с Украины. Вот тогда все попросыпались, знаете, кто с чем борется там, кто с расизмом, кто с нацизмом, кто вот просто в плохой экономической ситуации, там, России, да, вот себя считают россиянцами. Вот так вот. То есть придет к власти Навальный, а, допустим, условно, ну, поменяется верхушка. То есть никто ничего не знает. Вот это мало информированность у нас. И по оппозиции нам судят действительно. Тут критику надо воспринимать, что вот что-то там болтает где-то, кто-то.
кого-то освобождать, там, вот. Мировые проблемы замахиваемся, да, вот там Палестина, Хамас. Для большинства бурят это Хамас, это просто они не знают, что это такое, понимаете? Хамас, Мамас, почему зародился, из-за чего, кто такой Ясер Арафат, почему убили, почему короля Иордании взорвали, вообще кто это, поняли? То есть, ну, проблемы, вот, они просто так не берутся, вот так. Это не борьба религии даже, по сути, это просто кровная вражда, это борьба за землю. У мусульман, у восточных народов это имеет огромное значение, понимаете, нет? В отличие, допустим, от бурят. Это кочевая культура, разрозненные племена. Каждый скотовод скотоводу соперник, конкурент. Все, траву поест мою там с его стада, надо сваливать. Увидел его и подальше уходили. Вот это, в принципе, отображает наше сегодняшнее общество бурятское. Сами не хотят, но придется тогда вот просто ничего не спрашивать. Вот так, от лица их выступать. Здесь американская колбаса, а не она. Здесь вся политическая на бумаге. Поэтому вот их всех в список включить и взять на поруки нам надо детский дом. В Бурятии детский дом, где наиболее большая концентрация бурят. Ну или чтобы не обвинили в национализме нашем, мы там готовим янычар в будущем. Взять такой средний, где на русских в любом детском доме их везде большинство, везде. Бурят где-то примерно максимум процентов 15 наполняемости в детских домах. Вот нужно взять этот детский дом, ближайший к городу, скинуться здесь, понимаете, и хотя бы разово помощь оказать. Дети будут ужасно рады. И это все в интернете прогремит, понимаете, нет, это все вот что люди подумают, что вот эти вот оппозиционеры не просто балаболы, а вот что детям помогают. Тут политика не пахнет, абсолютно никак. Не дискредитируем никого, ничего не призываем даже. А вот дети, то есть продукты питания, теплая одежда, дальше это может быть какие-то игрушки, ноутбуки. Вот что в детских домах ничего нету. Вот. Остальные муниципальные организации Бурятии собирают там УАЗики дарят, я не знаю, там управление трамвая. Они эти в трамвайной линии свои починить, они не могут кондукторов набрать, понимаете, нет, там все объявление, все, развалы, постоянно какие-то сходы с рельс. Нет, зато будут успешно собирать денежные средства, значит, вот это, на Донбасс. Вот, в виде УАЗиков. Себе УАЗик купите, елки-палки, чтобы выезжать резко на такие вот экстренные ситуации. Нет, поэтому мы должны контрмеры принять. Вот так вот. Общественность тогда потихоньку, не говорю сразу, будет вот смотреть, понимаете, детям, по-моему, святое дело делают. Не только вот она и есть тоже. Мы же не можем сейчас оппозиция там, вот, действительно собрать какие-то, выйти на Красный Крест, на ООН, там, Баирова вытянуть там, с Германии срочно там, чартерным рейсом. Не можем этого сделать. И здесь принять ни одного бурята не можем. Да нигде. Вот так надо правильно говорить. А вот детскому дому помочь бурятскому, Бурятии, а потом впоследствии все-таки взять его на поруки и сделать чисто для бурят, чтобы туда нанимать репетиторов. Это будет свой бюджет по бурятскому языку. И туда будут в детский дом в этот ходить все репетиторы. Там, по английскому языку репетиторы, по математике. Вот так вот. Только вот так вот детей можно вот выучить. Эти дети будут нам благодарны, понимаете, нет? Особенно маленькие. Да вообще все будут благодарны. Родителя нету, никого нету, на них вообще всем как бы накласть, понимаете. В такой же ситуации находится и весь персонал детского дома, включая заведующего. Тоже он там на джипах не ездит. Поэтому своего человека оставить, допустим, Надежда Низовкина оставит. Честный, молодец, проверит все, ей денежные средства рублями, не долларами, чтобы не подумали. Сейчас это легко все делается. Поэтому как-то вот так вот можно было. И это все еще в YouTube записывать, что вот, допустим, вот канал там Баир Бурят, допустим. Как нужно, надо делать блогеров бурят больше. Вот так вот. Ну, сколько бурятов? Полмиллиона, а блогеров сколько там? 5-6? Так вот что-то. 5-2 человека. Вот так вот. Нужно, чтобы каждый бурят был блогером. Вот, особенно кто находится за рубежом. Вот. Там, ладно, в России боятся, ну тогда снимайте вот детский дом. Республика Бурятия, Баир Бурят, все вот. Надежда не в прямой эфир, вот помощь детскому дому. Привезли коробки, отчет, чеки, документы, сдал, принял. Вот это вот будет уже, так сказать, хотя бы маленький кирпичик, фундамент, что мы можем сделать. Если дело пойдет нормально, то есть будет с денежными средствами, я думаю, там $50 в месяц, там 30, никто не обеднеет здесь абсолютно. Вот. Зато он сделает карму свою почистит для тех бурят, которые буддисты, уханвы. Вот. Для тех, кто коммунисты, вот помогли, так сказать, это детям. Дети это будущее. Вот. У многих дети есть. Вот. А у кого детей нет, то вот
вклад делаете, понимаете? Вот. То есть дальше нужно смотреть. Революция не случится ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. И переворот в России, он тоже может и не случиться. Вот все вот ждут. Давайте ориентироваться, что будет дальше. Вот, через 5 лет, через 10. Здесь большинство бурят, кто в Америке, но они хрен кто куда обратно домой поедет, ни при каких обстоятельствах. Поэтому нужно думать, вот, через 5 лет будет, через 10. Эти дети подрастут. Дальше вот уже больше. Можно развиваться. То есть система. У нас айтишники приезжают, ребята умные, бурят, и все работают на этих настройках, на бокс-траках, на пикап-траках, там, по тем вышкам, кабельщикам, боководцам лазят, вот этим нью-йоркским. Понимаете, нет? Вот они бы могли бы создать вот приложения какие-то. Вот они это создадут, они сделают. Конечно, все упирается в деньги. Деньги нам никто никогда не даст. Понимаете, ни ООН, ни Конгресс, никто. Вот так вот. Пока мы вот сами не заявим о себе. Понимаете, нет, вот. Чтобы народ в нас верил-то. Вот мы для чего это делаем? Для колбасы это делаем, для тех, кто вот в Америке, в Израиле буряты живут, там, где там еще, там, в Германии, в Польше. Мы это делаем для бурят тех, которые вот никогда не могут уехать. Никогда они не выезжали за пределы республики, понимаете? Никогда не были в городе Москве, там, Петербург, там, Новосибирск. То есть до смешного, понимаете, нет? И мы здесь сидим, рассуждаем. Вот, давайте, чего там, понимаете? Ну вот, люди сужены в рамках до такой степени абсолютно во всех, понимаете, нет, вот, просто тупо вот своей вот несостоятельности материальной. Вот оно все. Он в этих рамках, он не может выехать. Все. Это, условно говоря, ребенку дают 24 рубля на проезд вот туда и обратно. Все. Если ребенок потеряет, он пойдет пешком. Вот так вот. Сколько случаев было. То есть обесчеловечивание. Я же, вот это вот надо зарождать. Раньше разница была большая. Вот, идет бурят, идет русский, в бурятскую деревню заезжаешь, в русскую, разница различна. То есть ментальности другие были. Сейчас это все постепенно, практически в городской среде это вообще смылось. Все. То есть вот так вот. И сейчас даже бурята нельзя отличить, если по телефону будешь говорить, я всегда вычислял, бурят это говорит со мной или русский. Ну, или нет. Вот. Сейчас уже тоже практически нельзя это сделать. Все. И так дальше и больше. Я говорю, с имен начинайте с себя. Меняйте свои имена, фамилии. Вот так вот. Переходить на бурятский язык, это надо вот это самое. Но как на него опять-таки перейти? Все же хотят такой вот чистый бурятский. Так и на это время уйдет. Знаете, сколько? 2, 3, 5 лет. Научных работников нужно, языковедов различных, да, вот это, я не знаю, буритологов создать, а у нас их нет, мы не знаем национальных героев бурятских, понимаете, нет. Нужно, если их не было или было их мало, нужно искусственно это все делать, поняли, нет, создавать, если надо будет, то назначать героев, чтобы бурят смотрел молодой, понимаете, вот у русских, у них есть Илья Муромец, поняли, нет, там, вот это, Добрыня Никитич, там какой-то там, вот этот, Конек-Горбунок, кто там еще, Емеля, Дурачок. Ну, Дурачок, не Дурачок, но кто-то есть. А у бурят кто есть, кроме Будамшу, тоже бурятского дурачка? Вот. Никого нету. Это нужно создавать. Вот это. Баир, ты режиссер, да, вот. Как-то, может быть, на больших ставку делать не надо, на взрослых. Это все уже. Это мертвый биоорганизм, понимаете? Ну, ничего не интересно. А вот с детей можно. До колеса повозки, до 12-летнего возраста с ними можно лепить, понимаете, как вот картину, пластилин, вот так вот. Отсекайте все лишнее, либо наоборот добавляйте. А вот что мы сделаем, это будет наш взнос непосредственно. А мало ли что будет, поняли, нет? Чтобы вот через 20 лет, потому что надежды у меня на нынешнее поколение вообще нет, если честно. Понимаете, вот это вот трусливое, забитое, так сказать, стадное мышление народа, понимаете, вот это же все отображает. Почему проиграли? Не оказали сопротивления должного, да, при Чукчугее. Почему не оказали? Это же то же самое, это где-то и было, и такие элементы. Потому что вот разрозненность, моя хата с краю, на районах купили, понимаете, либо вот на районах заинтересовали очень сильно. А Харачу, они как бы остались Харачу. Вообще народ никогда никто не спрашивал. Абсолютно демократии нет, никогда и не будет. Вот так вот. Поэтому и здесь Америка, она, посмотрите изнутри, какая-то денежная. Это демократия для богатых. Вот так вот. Если у тебя нет денег, ты нищий. Все. Шел вон. Если никому интересно нет, то они умирают так же. Понимаете, нет. Все их там хоронят на безымянном бесплатном кладбище и выкидывают. Эти наркоманы в район Филадельфии, понимаете. Это целенаправленная политика, так сказать, вот ведущей здесь партии. Чтобы вот этот отрицательный генофонд, он умрет, они не размножаются, наркоманы, в таком количестве все равно. Вот так вот.
совсем уже эти вот зомби-люди. Это просто нечто. Они умрут, их заменят мигранты. Здесь работает классическая модель, так сказать, капиталистической экономики. Так, Игорь, у Суеверные. вас 1 минута. Да. Так, 1 минута, окей. Ну, вот. То есть вот все далеко ходить будем. Сейчас будем Палестину, Израиль, там и так понятно. Все, кто в этом мало разбирается, и так знает эту причину, конфликты. Единственное то, что вот я вот пример, то, что Бурятия, это вот как Израиль вполне может быть. То есть если соединиться, мира там не ждите. То, что многие говорят, армия не нужна, ну как не нужна она будет? Вы кругом врагов будете находиться, понимаете, нет, и вот чего-то ожидать. И все у меня, в принципе. Спасибо.